нәзік жүргің, мәңгіргі қыз. Ой, бля. Материться же можно, да? Озын оғыныма тарап тұрма, менің отыным сенің отыңа. Уже 15 лет прошло. Да. Творчество Дархан Джуза. Ага. 15 лет творчества, ну и, наверное, типа год стремления, что ли, только. Все это время творчество было для того, чтобы записывать ее. Она, знаете, я вот дневник писал все время. Я думал, что у меня мысли какие-то, типа, на данный момент, допустим, мне вот 16 лет, и у меня мысли, они правильные, мировоззрение, и мне как будто важно это сохранить. А потом я типа, там, дневник напишу, через несколько лет смотришь, и как-то непонятно, эмоции не передает. Мысли вообще тупые, как-то ты думаешь, ой, чего ты, о чем твои проблемы? Ну, рисовать начал. Тоже как-то, ну, типа, в поисках был. Для себя, чтобы дневник был. Ну, типа, как будто, типа, или в 17, 16, 15 лет, или там 18, 20. Какие-то промежутки бывают, когда ты что-то там чувствуешь, какой-то ты там, месяц, ты вот такой именно человек, ты, типа, чувствуешь то, что это правильно, так думать и так смотреть. Типа музыка, оказывается, передает прямо, ее можно, весь смысл не объяснять, ничего там не писать, что с тобой происходит, а просто типа эмоцию передать. Передать, главное, оставить ее как-то вот где-нибудь на диктофоне, где-нибудь. Ну или в памяти. Типа все, потом поешь, и оно что-то тебе из прошлого дает. Типа того. Ауга мы переехали, да, за город 5 лет назад, родители переехали. Я здесь, родители переехали. Ну, типа я отсюда, не знаю. Родители переехали, где мы все туда переехали и стараюсь частенько быть там, и там вообще все зарождалось оттуда. По идее, нет с районов, да, с Аксая, там, я придумывал, но конкретно я понял, когда осознал, типа, мысли материальные, что со мной в жизни происходит, всему я сам себя привез, это мои мысли, блядь, типа это, все оттуда. Нет, все оттуда, с этого поселка, селекция раньше называлась, немецкий провинциальный городок, там с советских времен, он еще с тех времен, и там в основном немцы-переселенцы, русские, ну и казахи сейчас уже наполняются. И то есть там атмосфера, там есть храм, мечеть, кришнаитская, ну лес, озера, степь. И в основном все оттуда. Типа осознание того, что ты хочешь сделать. И насчет великих целей, ну типа насчет таких целей, которые там, вот, на самом деле так надо делать. Все оттуда, наверное. А вот типа, хочу стать певцом, знаменитым, это, наверное, уже давно. Типа так, посещает мысль. И думаешь, блин, в принципе, камер всегда стеснялся. Да, блядь, камера вот так смотрит раньше. Даже просто вот так смотрит, без камеры нет, вот так вот делают. И у меня уже фобия, я такой теряюсь всегда. Не знаю, вот привыкаю потихоньку. У меня родители, в принципе, мама маляр, папа, ну, дальше военным стал, ну, после 29, как раз в моем возрасте, кажется, это переходной возраст или что, ну, типа, в 29 стал папа спецназовцем, он там начал все, рота специального назначения, сюда-сюда, все, в 89 году начал. Военным стал. Ну и, в принципе, у нас дома, типа, ну и на районе в основном и строители двигались. Типа электрику шарю, там, обои, там, потолок, всякое такое. Короче, пролетариат, рабочий класс. Блядь. Вот. Вязалка, да, вязалка была. Типа ты так
Бля, рассказывал, да? Прикольно было, по идее. А сколько вам лет тогда было? По-разному. Я не один раз ходил. Я типа в 17 лет на стройку ходил. Это не то, что ты там... Стройка — это такая тема, то, что ты идешь там, объект, договариваешься о цене. В общем, это как проект. Но примерно это твой, ты там рабочий. Ты, допустим, договариваешься, вот я эти обои наклею, ты за сколько договорился, все, пишешь, потом клеишь. Ну, обои у меня Колым называется, типа, мамке помогал. В детстве было такое. Сюда ходил. Вязать, вязалка. Я там, да, один раз месяца 2-1,5 побыл. Блядь, чуть-чуть там денег взял, все, не выдержал, ушел там. У меня не всегда получалось очень с провинциальными. Прям, кілтабы самайтын, короче. Я говорю, ты же с Алматы? Я говорю, ну да. А хули ты материться же можно, да? Ну, типа, говорят, а чё ты, не за компьютером, не программист? Почему ты на стройке? Ты точно с Алматы? Я говорю, да, я с Алматы. Говорят, а чё ты на стройке? Не знаю. У нас, короче, Алматы какой-то остров. Ой, сайдың жанында, вот, Сайна Тульби. У нас вот дома какой-то островочек был. Там чисто строители, чисто все отсидевшие, блядь, чисто, ну, наркоты и алкашня потом уже, поначалу не было. Потом уже и эти появилось, и... Ну, там все такое. Островочек, беспредел. Все какое-то непонятное. И вот музыка помогала. В город выходишь. Я вот вроде вот с города, типа с Аксая. Чуть-чуть выходишь в город. Как будто другое. Менталитет другой. У всех все по-другому оказывается. У нас вот в этом районе как-то вот по-другому росли. Другие мировоззрения. Потом, когда в 19-20 лет начал, ну, сперва в колледж, да, в 16 лет, начал когда общаться с другими районами, я был в шоке вообще. Типа, ты такой приходишь и салам алейкум, и они такие, типа, как-то одной рукой. Не знаю, у нас все по-другому, вообще все по-другому. Поначалу непривычно, всегда дрался, чего-то там доказывал. Оказывается, я с другого мира, а не с другого мира, хотя мы в одном городе. Вот, привык, орысша сөйлеп кішкене. Нормально так, современно стал. Да, уже 10 лет прошло. Поначалу тяжко было, да, непонятно было. Могли просто там, типа, в прикол сказать, ты, пидор. В смысле, такое не должно быть вообще в моем мировоззрении. Нету, это слова нету. За это, типа, ну, нельзя так говорить. Даже в прикол, даже самому лучшему другу. Пошел нахуй, в смысле так говорить? Сейчас как-то, да, уже 10 лет прошло, как-то уже привык. Да, в городе все по-другому. И сол. Я пел, я для себя пел, и, типа, друзья были. Мне в кайф было, вот, типа, в мире, в моем мире происходит. Там, типа, на улицу выходишь, там старшие, там щиглы, там братишки, там братаны, не знаю, типа, там школа, я двоечник. Кстати, да, Бот Апай, там классная руководительница. Она, классная руководительница, мне говорила, что я первый раз, в первом классе она говорила, что я очень талантливый и типа всего добьюсь. А потом, когда я начал показывать свой характер, свою лень, свой вообще похуизм на всю эту систему с первого класса. Блин, не знаю, я просто ни разу, может быть, несколько раз было, что я типа вставал и говорил, какой-то урок, чтобы на доску вышел и что-то там писал, говорил. У меня в основном было апай бельмим, ейка, все, салам алейкум. Пофиг, садился. Когда как-то в 6 классе было такое ашық сабақ, классный урок. И типа вот рассказывала, вот апай, она объясняла, вот, типа, вы, те, кто сейчас двоечники, троечники, знаете, кто вы будете в будущем? Вы будете... Типа парикмахерами, дворниками будете. Или это в лучшем случае будете работать. Типа в худшем вообще там, типа, наркоманами, алкашами станете. Или бомжами вообще, типа, неправильно. А агитация жесткая, что надо учиться. А я не учусь, у меня в принципе, я не знаю, вот внутри что-то есть, короче. Я против этой системы, просто все.
На улицу вышли. После урока на улицу вышли. Да, Госи говорит. Госи, мой родной, там, с первого класса вместе, все такое. Потом подрались, что-то не общаемся. Ну, типа, друзья, до сих пор в душе друг. И типа этот, он говорит, да, Дарха, вообще успокойся. Ты будешь, знаешь, мы кто будем? Говорит, не надо нам учиться. Мы будем диджеями. Говорит, диджеями, знаешь, у меня брат Бахжан есть, он капец диджей в клубе. Ничего он не учился, ничего не делал. Вот такую покупаешь и диджеями будем. Или брейкерами будем. Смело брейкерами. Нафиг нам учиться? И тогда, в принципе, тогда еще больше укоренилось вот это. Да, в принципе, нафиг учиться. И не учился. Но оказывается, вот то, что в чем плюс, Ботапай, которая вот классная руководительница, она была қазақ тілі әдебиетінен бастауыш класстан бастап, бірінші класстан бастап, 9-шы классқа дейін болған. 4 классқа дейін болу керек болған, 4 классқа дейін болды, 4-й класс бастауыш бітірді, сосын она переквалифицировалась и дальше нас брала. Я в свое время двоечник, да, базар нет, но оказывается, ну, я же все равно сидел на уроках, сидел, что-то рисовал, там, что-то слушал, не знаю, просто залипал на природу и все равно слушал то, что она говорила, учила. Оказывается, всему этому я учился, не говоря ей. И типа, когда наши одноклассники там типа все по программе делали, я мог приходить домой, просто книгу открываю, то, что впереди, там, весной надо учить. Просто Суслан Махмуд Торайдаров, там, не знаю, Махажан Жумабаев, там, не знаю, она заточенная была, вот прям қазақ тілі әдебиет. А я все это читаю для себя, а туда иду, не знаю, какой-то крысок, типа, апа, я не учился. Времени нету, не знаю, времени вечера нету, там, на улице надо там побыть, после школы, кто учиться будет? Дома, в принципе, все на работе. Тогда я, наверное, да, типа, не хотел, чтобы, когда я вырос, чтобы я много работал. Я хотел, чтобы семье в то же время уделять детям, а то как-то... Понимаешь, родителей сейчас уже, тогда не понимал, типа, блядь, с работы, потом завтра на работу, типа, кипишь. Пахан вообще, он там убийство видит каждый раз, смерти там чего-то, приходит у него стресс, он может бухнуть, кипишной. Там командиром взвода стал и вообще на районе всегда приходили, я типа, я открываю, папа, Балташ, Шахар, Балташ. Он выходит, типа, эй, там какой-то Рамс, Пахан спизнал, пошел, блядь, друзьям помогать. Короче, какое-то воспитание такое было. Оказывается, учился. Я потом только осознал, когда начал песни писать. Оказывается, она там типа говорила про двойной смысл, то, что они там передают, тройной смысл. Ең бастысы, бірінші там теманы ұстау керек, сосын сол темадан шығып кетпеу керек. Сол темадан шығып кетсе, уже көрдіңіздер ма, өлең дұрыс емес. Они у нас учили с 1 класса, Ботапай. И типа, вот двоякий смысл. А в основном бізде қазақтарда двоякий смысл. Ты типа говоришь про природу, про горы, Остубеден бәрі көрінеді. Но по идее про типа путь в твоей жизни. Ну, вот всякое такое. Типа, оказывается, всему учился. И вот сейчас этими пользуюсь, только этим и пользуюсь. В принципе, у меня-то и не было больше учителей или там что-то, чтобы я там, не знаю, когда где-то учился. И вот Ботапай. Вот так вот. Ну и потом свои вот эти кумиры, вот тех, кого слушаешь песни, от них улегал как-то, наверное. Был Цой, капец, прям нереально. Цой, это для меня было новый мир. Типа у меня мир до 14 лет вот такой какой-то свой, а потом там открывается то, что, оказывается, можно быть бунтарем, и это так мне близко. И я осознаю то, что там в советское время, когда так никто не делал, когда пропаганда в принципе другая, все другое, одежда другая, фильмы другие. И откуда Цой нарисовался для меня в моей жизни? Типа с советского времени он такой пиздец, рокер, вообще пофигу ему. Не материться, цензура есть, но как-то двояким смыслом все объяснял. Для меня это было тогда капец. Я все песни выучил. Я как на гитаре учился играть, типа. В 8 классе нас сестра подарила, Назима, гитару. И
к баги зашел. Баги деген бір бала, внизу живет на первом, я на четвертом. Не спускаюсь, чук-чук, до баги стучусь, открывает, а там, ну, типа, о, с днем рождения, туда-сюда. Я говорю, вот мне, прикинь, гитару подарили, все, научи меня. И он начинает учить, на улице выходит, еще в трусах просто вышел во двор. Тоже какой-то тип, по идее. До спала, ну, давно не общались. Просто в трусах вышел, я помню, он просто сидел и типа, я говорю, ты чё? Он говорит, ты похуй, давай, сейчас, давай я тебя научу, дай гитару. И начинает пачка сигарет учить. Вот такой аккорд, вот такой. Начинаю учить, час проходит, я, дай теперь я попробую, на, теперь ты играй, я буду петь. Теперь я буду играть, я буду петь, и ты подпевай там. Капец, учусь у меня, сильно хочу научиться. Все, домой пошел, через час, в 8 утра к нему постучался, по идее. Все, домой пошел, начал бренчать, гости приходили, то, все, там, что-то это. В другую комнату уходил и играл. Вечером вышел, и все уже. Я сижу, начал петь эту песню, просто выучил. И этот. Типа, да, сол кезден бастап на гитаре. Бірінші концерт Арбатта. 22 наурыз 2011 жылы. Концерт деуге болмайды оны. Мен далада, бірақ 100-200 адамда жиналды, мен білмеймін. Тартымды болып тұрдым, өзім сезініп тұрдым солай. Бірінші сол кездері 1-2 жеті Арбатта болғам, и ақырындап үйрене бастадым. Жоқ, өзім жалғыз емес, өзім жалғыз ұялатым, мен всегда көбінесе ұялам, білмеймін неге екенін. Наверное, сол үшін көзім жұмып айтам, типа, блядь, не видеть никого, просто чувствовать. И этот Арбатта мен прям көзім жұмып, өзім өлеңдерім айтып атырмын. Тартымды болып, энергичный. Да, мне пофиг то, что типа улица, не улица, главное я пою. Типа я занимаюсь с другим, я в другом месте работаю, в другом месте живу. Просто мне охота петь, и я пою. И очень много людей, я тогда, наверное, почувствовал, это мой концерт, блядь, вот они, вот мои зрители. Я типа руку поднимаю, что-то скажу, они, да, нет. На улице все происходит. Пиздато было, да. Где-то я час, час пел. 22 наурыз, прям на Новый год, оказывается. 2011, да. Сами с пацанами просто организовали. Организовали дегенде, мы просто типа выйдем, поем, люди собираются. И потом, а я-то там новенький. Деньги давали, да? Деньги давали, да, чехол ставишь, деньги давали. Я еще такой всегда под машинку, всегда этот. В принципе, я же, типа такого у меня не было. Пою, их много, и мне это нравится. Я осознал, что мне нравится, когда смотрят, когда обмен энергиями, когда ты что-то там приколы травишь, они угорают. Но, блин, у меня возможности не было из Вянки, я вот, блядь, с другого вообще мира. Возможность такая первая появилась. Спеть в таком месте, просто я ее не упустил, я просто брал от жизни все, пел, танцевал, и всем нравится. Типа, первый раз, наверное, тогда, а такой большой концерт обычный, который сейчас делаем, это все, я даже не помню, это не так важно было. Первое вот, да, 22 марта, тогда Костя был рядом, который меня на Арбат позвал. И этот. Прикольно, глаза закрывал, всегда визуализировал. Сейчас-то я уже, типа, понимаю, то, что, да, визуализация работает, там, типа, мысли, материальность, туда-сюда, эзотерика. Тогда не понимал, типа, в 14 лет, что, комнату закрываешь? Я в 8 классе все время не учился. Теперь мама, прихожу, говорю, в 8 классе, мам, все, мне вот сабақ оқимын. Ты мне давай 3 часа в день после уроков. Вечером я буду закрываться. Вообще не заходите, я читаю, говорю, учусь. Все, комнату закрою. Хуярю, учусь. Потом говорю, 3 часа в день буду на улице гулять. 3 часа учусь конкретно, 3 часа на улице гуляю, все, не прогуливаю, ничего не делаю, все четко, никаких косяков, все, проблем нет. Да, договорились? Да. Сдала шел, все, 3 часа там пою, 3-4 часа давали время. 6 часов в день на гитаре каждый день? Да, каждый день, не, еще с утра обязательно. Ойналасында, ту, Дархан,
еще голоса нету, ничего не могу петь. Я сижу и смотрю в другой. Короче, не знаю, страсть была именно вот 1 год. Все песни выучил, 52 песни Цоя. Все, голос поставил, как бы Цоя вот так, короче, пел. Типа там. Что тепло, зелень стекла. Капец, подражал ему, короче. Все говорили, ты похож, я давай, короче. Вот, бірінші емес, мынау екінші өлең. Бірінші өлең кішкене есімде жоқ. Мынау почему-то қалды есімде. Пикомания, Перизат деген бір қыз болатын. Ой, капец. Перизат. Мен қаншадамын? 16-дамын мынау кезде. Далада стройка болады. Біз мына жерде 14-ші үй, Сайна Төлебиде. И, в общем, вот эта развязка, которая на Сайна Төлеби есть, бұрын ол жоқ болатын. Бұрын просто перекресток был. Всегда вечные пробки, всегда с детства пробки были. Всегда разное происходило. Там шум, гам, кипиш, менты, не менты, орут, там, в общем, всякое. Каждую ночь такая происходила. Ну, в основном. И вот, короче, сол кезде, соны шығарып атқан кезде, там ремонт был. Енді ғана салып атқан, стройка прям вовсю хуярила. И никого не было там. И типа сол кетіп баратып, там пацаны домой уходили, а я... О, мне нравится. Я такой, блин, капец, все, мен қазір үйге барам. Үйге кетіп баратын, 4-ші этажға. И нет, я хочу песню сочинять. И вот, да, тогда, в 16 лет, 2-я песня, типа. Ой, я ее помню, по чуть-чуть. Типа, если где забуду, так, до того момента, где забуду, наверное. Да? Типа, блядь. Сейчас попробую. Түнгі тыныштықтың құшағында, жұлдызымды аңсаған шағымда, жанымда болғаның болмайды артық. Ал сен қайтадың жоқсың мен жанымда, қайтадың кете алмайтын еш қайта. Қалды тек қана бір досым жалғызды. Менімен жалғыз өмірімнен, жалғыз жүрегімнен орын қалдырып. Келемін көрсеткен жоқ көзім, тек өзіммен өзім. Нихуя не так. Бля, забыл. Да, в то время, типа, таких песен не было. Может быть, было, но, типа, не слышно было вообще. Вчера у сестры был. Сестры, сестренки, их дети, вообще все родственники. И одна из них у меня там гадает, короче. Вчера первый раз увидел, в шоке, типа, о, давай. Ну и да, на самом деле так, типа, возможности всегда были. Первую гитару подарили, и, блин, кстати, не было такого, чтобы я гитару покупал. Оно всегда как-то гитара приходила. Я первую разбил об голову, там, через 3 месяца. Там, не знаю, ну, мужики, мы, типа, подрались, я разбил гитару, просто все, пофиг, думал, все, гитары нет, нет, гитара еще раз, гитара еще раз, гитара еще раз. И, ну, и с записью треков тоже такая тема. Типа, где-то как-то получалось, у меня не было целеустремленности, там, типа, прям цели, чтобы пойти записать. Я вот, у меня вот такой план нету, просто я всегда по волне ходил. Как происходит, ну, типа, как чувствует, так и происходит. И раз что-то там с кем-то познакомился, не знаю, свои песни сыграл. Первый раз записался вот в 2011-м, вот, Дагуда Джаз, там, Танер, Рина писал меня на Гагариной трубе. Просто знакомые, там, типа, повели меня туда. И то, знакомые, это просто даже не друзья. Увидели и говорят, пойдем что, на студию попробуем, пойдем, записался. Осталась ДМ-ка на русском языке, там, «Парень из Алматы» 9 Первая песня записанная на русском, «Парень из Алматы», там, этот. Ну и всегда так, потом, позже, там что-то где-то нашлось, там записался год, через года, 2, опять что-то записался. Без никаких там, типа,
без какого-то плана, не знаю. Просто ходил, там, типа, записался. Потом они начали. Вот идея, Енсулу, песни есть, которые старые. Они, не знаю, типа, пришел, записался, позвали, записался, оставил себе ВК, все, так и оставались. Сейчас почему-то слушают. Тогда еще не Дархан Джуз, да? Тогда Дархан Джуз. Тогда, ну, прописывался Дархан Джуз, но, типа, неизвестный Дархан Джуз. Вот такая тема. Не знаю, Дархан Джуз, наверное, псевдоним же надо придумать, типа, Виктор Цой, там, типа, Макс Корж, там, типа, имя и псевдоним, имя, псевдоним. Я думал, блядь, прикольно, по идее. Дархан Джуз, да, прикольно. Джуз это типа... Джуз это, типа, не знаю, звучит, короче. Есть смысл для меня, для самого, да? Есть смысл там, типа, может быть, это... С одной стороны, я, да, думал, наверное, как сок. Но и с другой стороны, блин, я по-разному говорил, почему джуз. Блядь, по-разному, много причин. Почему джуз? Джуз. Нет, записанная была на русском. Ее заметили, и типа там текст, оно много, рэпчик, речитатив там, ну, того времени. Тогда ее заметили, и тогда на казахском-то не было. Вот те, которые типа до этого пел, они все көбісі бұрынғы кезде шығарылған. Такого не было, блядь, вообще ни в шоу-бизнесе, нигде. Тогда и Кайрата Нуртаса нету, в принципе. Ну и типа Молданазара нету. Он, походу, в то время тоже сочинял. Я тоже сочинял. Ну, В соседней студии сидел. я на студии не сидел. Ну вот, и типа как-то было и непонятно вообще, эта мечта слишком какая-то заоблачная. То, что можно петь на казахском такие песни. Ну, чувствую так, да, чувствую так. Но чтобы это было, типа, в мире, в шоу-бизнесе оставалось. Была мечта, охота была. Почему-то думал, блядь, на казахском. Вот, апай, я докажу, я пиздец, поэт. Вот потихоньку сейчас уже начинают на казахском все петь. Тема, прикольно. А почему вы сейчас все начинают на казахском петь? А я не знаю, что повлияло. Ну, может быть, кровь просыпается, там, не знаю, может быть, у всех сознание просыпается. Ну, как вы думаете сами? Я вот тоже не знаю. Мне легче выразить, именно чувство выразить на казахском легче. Именно в песне. Типа, сөйлеу деген бар, да? Сөйлеу, типа, разговаривать. Ну и тіл қату. Тіл қату как же можно перевести? Высказаться. Высказывание, оно как-то через музыку и на казахском. Не знаю. Именно то, что вот тіл қатасың, вот то, что внутри, тогда на русском как-то не прет. А вот разговаривать, пиздеть можно на русском. Смело вообще, типа, в легкую. И информацию выдавать, чтобы понимали. Ирина Калятовна. Ну, я рассказывал про это. Ну, в интервью было, там, типа, в Нига написали, то, что мы месяц там жили, шабили, хайпали. Типа, мы только хайпанули, только. И, типа, у меня первый раз, у пацанов это первая жизнь. Мы просто там, типа, туса большая, все, мы самые крутые, популярные. И, типа, ходили в этой хате, трэп-хата, там, в реальные трэп-хаты, и там и сочинили. Не знаю, просто вайп такой был. Были разные периоды в жизни, да, там, типа, и, по идее, и спортсмены, это, типа, я, по идее, легкой атлетикой занимался, там, рукопашкой занимался, карате занимался, черный пояс, тайквондо занимался, бокс, в принципе, отец спецназа всегда меня, самбо, ну, типа, спорт жағынан, но, блин, не знаю, вот, и разные промежутки бывают, короче. У меня, ну, не знаю, может быть, у кого как, ну, типа, промежутками ты вот, эти полгода ты пиздец спортсмен и думаешь, что ты вот все, будешь спортсменом. Потом жизнь меняется. И ты... Короче, типа у пацанов сидели, висели, придумали. Не знаю. Нужно было быстро придумали. Вайб общий был. Шикер, я, короче, официантом работал в Астане.
до этого у меня специфики не было такой, то есть у меня опыта не было, ничего, но я как-то осознавал проблемы в себе ну, искал себя, самого себя, ну и до сих пор ищу, и типа другое место, другая локация, она, оказывается, ты типа в другом месте ищешь себя. Есть же такое? Типа путешествуешь и ищешь себя. И вот, типа, я осознавал то, что у меня слишком есть завышенная... Хотя я ничего не делаю, вообще распиздос жесткий, но вот эта вот самооценка, думаю, горделивость, и мне охота было ее убрать вообще, чтобы из корня, чтобы измениться, не вести себя так. И этот... Тебе так? Да. Ну, типа, снова. Горделиво, как-то слишком вот такой. Мне это мешало. Эго мешало. Ну, я это осознавал. Или на тот момент, наверное, было так, короче. Потом, ну, как-то так получилось, то, что я пошел, в общем, в Астану. В Астану поехал дизайнером интерьера работать по образованию. Дизайнер интерьера, ну, не доучился. И туда работать нихуя не получилось. Тот, который заказчик, меня потянул, сайт. Сейчас он сидит. Ему еще 5 лет осталось. Ну, 3 года уже сидит. 2017. 2 года сидит, 6 лет осталось. И сайт меня потянул туда. На работу. И, в общем, там чего-то там не получилось. И, в общем, говорит, ты занимайся или своей музыкой, или, типа, или заработаешь на стройке. Че? Потянула на стройку. Ну, там болгарка, там, не знаю, сколько там градусов холода. Бля, пиздец, холодно. В Астане декабрь. Хуярь просто. Но представляю себя музыкантом. Просто у меня мотивированность, типа, я тогда понял, типа, что визуализация, то все, то, что все оттуда исходит. Типа, прям осознание пришло. После работы иду в автобусе, и думаю, я Дархан Джуз, я пиздец известный, я просто мотивируюсь каждый раз. Работаю, хуярь на сроки. Короче, как так получилось потом, они деньгами задолжали, пацаны, и там, чтобы деньги взять, там у кого-то забрали насильным путем, потом насильно, короче, забрали. Ну, они типа такие пацаны. Мне как-то легко с такими дружить было. Прям сразу. И типа они забрали деньги, там в крови чуть-чуть пришли, и прям с пачкой деньгами, там, с легкими наркотиками, стаканами. И типа пришли, сказали, вот твоя капа, заебал. Я же сказал, тебе заплачу, все нормально. Я сказал, все, базар нет. Их на следующий день забрали, короче. Ну, через несколько дней забрали, все, они там сидят, созваниваемся, нет, бывает греф. В общем, типа потом как-то получилось, я там у одного пацана жил, у барышки, там пиздец трэп-хата, и мен қайтпаймын Астанадан. Сол кезде Сапар деген өлең шыққан. Түнгі қауға отырмыз өлең қасып, ұйықтайтын жер жоқ досым. Ертеңгі күн не келерін білмей, бірақ бүгін ерте керегі деймін. Реально в Астане никого нету, я не знаю почему, вот стал қалдым, Астана, прям в Астане хочу. Чашка, холодно, никого не знаю, мне... Кто там у типов живу этих? Мы жили у... там дядя и тетя, сайт дядя и тетя, они русские, заходили туда, как-то вот так спускаешься, где-то в Астане, где-то в районах старых, около Артема, около базара, там есть дома вот эти старые. Заходишь, холодно, в одежде засыпаешь, прям во всем, в куртке засыпаешь просто, и көрпемен жамылып оянасың, там шук пива. Прямо от того, что тебе холодно, от того, что ты хуёво, ты должен отвлекаться прямо с утра. Хуяришь, идешь работать. Короче, потом официантом работал. После того, как их посадили, официантом устроился. Ну, месяца 2 походил по шару.
хуйней пострадал. Песню пока сочинил, тоже 92 вот скоро выйдет в альбоме. Это про ту трэп-хату, в которой я был. Потом, короче, там оттуда решил выкатить, вышел, и, в общем, официанту устроился. Там, короче, было тоже тяжело, тоже холодно, сука, февраль. Такой год был. И там засыпал, там просыпался, это вот на Нурлужол. Вот это вот. Ну, от Хан-Шатыра до Белого дома, ой, Ак-Орда, вот это вот. Там есть на Нурлужол кафешки, много ресторанов. Я, короче, в одну из них зашел. Говорю, типа, вакансии туда-сюда. Говорит, я думаю, музыкантом, я же музыкант. Я думаю, музыкантом устроиться куда-то. Говорит, ну как, а вакансии есть? Я еще пиздец грязный такой, неуверенный, захожу. Они говорят, что, официантом? Я говорю, да, официантом. Говорю. Говорят, опыт есть? Есть, братан. Короче, заобщался, типа, обманул, что есть у меня опыт работы. Это надо было выживать, и это устроился. И у меня песни были в основном до этого какие-то грустные. Вот, сейчас еще чуть-чуть и получится. Вот, типа... Мне сейчас тяжело, допустим, в Сапар песня, там, типа, тяжело, пиздец, нигде ночевать, но я добьюсь, короче, всякое такое. И с осознанием того, что, типа, мысли, эмоции, они материализуются именно, и мысли и эмоции материализуются, типа, я подумал, а если сочинить такую песню, как будто все получилось, все кайфово, вообще пиздато, давай придумаем такую песню, может, она повлияет. И я утром просыпаюсь в этой хуйне, проснулся там, и потом пошел в подсобку. У меня не смена, но смена менькмес, но и в этой, как его, Алиба мне, Доспалом, который во всех моих клипах, во многих клипах рядом ходит, Алиба один, Доспалом. Он, типа, мне подогнал там пуховик, на, говорит, хули ты в этой спортивной куртке. Пуховик подогнал, я это сижу. И типа, все, у меня была пятка центра, там, Шантозан, это, по идее, типа, пыль. И типа, я ее потерял. Ну и думаю, у меня же все хорошо, когда притворимся, и думаю, қай қалтамда жоғалып кетеді құрсын бағана шансыз. Типа, в каком бы кармане не потерялась эта пятка, я, блядь, всему доволен, я просто бухаю вино, и типа, все классно, меня все любят, я пиздец известный, пей тёлки, и это, блядь, придуманное было, просто наигранное. Но я в это поверил, я хотел хоть на какой-то момент таким может оказаться. Похуй, я вот типа... Жоғалып кетсе дейсің, бағана ақшаң тозаң. Мен бәріне ризам, бәрі өз бабымен тағы не дейсің енді. Жүзейін самғайын, көңіл күйіме осы өлеңім лайық толған айын. Қосылдығыныма қарап тұрма, менің отыным сенің отыңа. Шекер, бір жағалауға мың шағала. Құш шарап, шайк, я. Типа она вот так и сочинялась. Потом я ее сочинял, я бы забыл. Но Эля, тоже официантка, она со мной работала. Она подходит, что за песня? Диктофон можно включу? Я давай диктофон включил. В общем, типа, запомнилось первый куплет, припев. И сонмин, типа, осталось. Да, это было капец холодно. И вот такой. После, знаешь, типа, как его, похмелье, короче. И хапнуть охота. И вообще в жизни все хуёво. Я какой-то... Хули я вообще делаю в этой жизни? И типа думаю... Типа, это... Қай қалтамда жоғалып кетсе де құрсын, бағана ақшаң тозаң. Мен бәріне ризам, бәрі өз бабымен твай, тағы не дейсің енді. Жүзейін самғайын, көңіл күйіме осы өлеңім лайық толған айын. Ұзынлығыныма қарап тұрма, менің отыным сенің отыңа. Шекер, бір жағалауға мың шағала. Құш шарап, шек, берке. Да, такая тема была. И типа, 2000, сейчас 19-й? 17-й. 2 года назад? Да. Вот все это за 2 года потом произошло, типа, визуализировал, каждый день ходил. И потом,
Дальше поперли, знаете, как после Нига-Нига я много песней выпускал. Вот именно поперли те старые песни. А, люди начали... Те, которые в 2011, 2015, 2014, 2013, типа Үйде, Енсулу, там... Сервен. Сервен было вот в прошлом году. То есть, оказывается, хорошо было то, что я старые песни, ну, как-то выпускал, но это не разбираюсь, как выпускать. В ВК выпускаю, и типа все, тишина. Думаю, ну, значит, вот ебанутые песни. Ну, в принципе, так никто не поет, значит, типа, плохо. Ну, в принципе, без разницы, хочу, пою, типа, не звезда же. Ну, типа, не артист же. Свое творчество. А потом после Нига-Нига, после Бэр музыкант, тоже это Бэр пиздец музыкант, после этого, ну, начали же, типа, какой-то определенный хайп. Потом начали изучать, люди, наверное, сами уже, и начали как-то переходить по ссылкам, как-то сами в другие песни находили, и вообще все диктофоновские, вообще все нашли, и пиздец. Вот, оказывается, нужно было тогда еще делать те песни, записывать, оставлять хоть в этих вариантах, в демо-версиях. И вот, то, что вчера сестра говорила, что надо возможности, у меня дорога открытая, говорит, ну, типа, возможности есть, и пою, ну, и там придумываю. Не придумываю, а вот принимаю. Я вот не придумывать не умею. Есть в основном, есть люди, в основном, они придумывать могут. А я вот у меня как-то с восприятием мира как-то, не знаю, по-другому. Не люблю. Ну, в основном, если песни, то не придумывать, а мы же приемники. Типа, ну, информация уже есть, мысли уже есть во Вселенной. И типа мы принимаем же только. А я только вот, ну, типа, принимаю мысли. И этот, жол ашық, вот у меня в основном в самом проблема. Я вот торможу из-за того, что просто сомнения, вот это, страхи, не знаю, какой-то вот ответственность есть, как-то это ощущаешь. И думаю, там, насчет мировоззрения, насчет религии, насчет политических взглядов. И все это тормозит, думаешь, блядь, стоит вообще делать, не стоит. Может, не надо вообще так петь. Сейчас то, что осознаешь, то, что да, в принципе, оказывается, особо я такого ничего не умею делать. Вот петь, сочинять. Вот есть вообще понятия, оказывается, какие-то там насчет того, что какие песни должны быть, трендовые, не трендовые, хайповые. Сука, боюсь, что у меня такого нету там. Типа не трендовые. Ну, типа не... У тебя же все песни в тренде. А вот они не трендовые. Они, типа, изначально не было такого тренда. И вот сейчас такая же тема. И, типа, с одной стороны, от того тормозишь, то, что ты начал разбираться. Разбираюсь я в этой, ну, хоть немного начал разбираться. Это мне мешает. И всегда любил то, что какой стиль у тебя песни? Я говорю, я не знаю. Типа, делай то, что чувствую. Всегда меня вот это как-то выручало, и, в принципе, от этого я и как-то держал свою индивидуальность. Типа. А то, что не разбираюсь, в принципе, не знаю, что у вас модно, что у вас котируется. Просто можно такие песни пою, и все. А сейчас начал разбираться и, типа, сомневаться, это же не то. Это же, типа, нужно так, в моде вот это, там, типа, под эту аудиторию такие песни залетать. Начал разбираться, и, сука, это мне мешает. Но сейчас решил забить на это все. В принципе, забить. Потому что, ну, есть вот трендовость, хайповость, они как фонари. Они яркие, вот всю улицу освещают. У них срок годности маленький. А если
Ну, есть такое. А есть еще такое, то, что типа вот как-то вот настоящее, то, что вот чувствуешь, это выразить, оно как будто для меня песни, как звезды. Они типа не так ярко горят, но когда, но они есть, всегда будут. Всегда они вечные, звезды вечные. Фонари ярче, но их меняют быстро. На следующий год он не выживет, этот фонарь. Батарейка сядет, там надо будет поменять другим фонарем. А тот останется. Цой останется. Шам Шкалдехов останется. Там, не знаю, Элвис Пресли останется. Да. Типа, у них как природные. И вот, и короче, думаю, фиг с ним. Была не была, рискну. Не буду следовать трендам. Не буду, да, там типа, я понимаю, сейчас я уже начал разбираться. Типа, тум-тум-тум, вот это вот все быстрее, как быстрее все. Там типа про наркотики, про шлюх, про это быстрее вообще все. Типа ньюскульчик быстрее вообще буду слушать. Ты быстро наберешь популярность. Ньюскул вот делай, типа, не знаю, читай, там, пой, танцуй. И да, думаю, ну справедливо же, с одной стороны, петь про свое, я же человек, ну типа могу чувствовать по-другому, можно, почувствую как-то, ну типа не буду, ну каждый из нас же индивидуал, и типа цель музыки же свое чувство, свою индивидуальность, и типа свое мировоззрение, свой взгляд на мир выразить, и думаю, я вправе выпускать такие песни, которые от меня исходят. Но не модные, блядь. Но опять-таки вселенная как-то помогает, а они мои не модные песни потом в моду превращаются. Прикольно тоже. Может и получится. Нет. Да, то есть тренды можно менять. Потом много последователей появляется, оказывается. Көздер салқын Менің жан олардың салқын Өтет біреу жек, біреу алтын Ақтың аралар бәрі аралас Бір түрлі қысыммен неғысың Тым тырыс толқын ағысы Бәрі асыз, бәрі барады қалысып Менің де аңызы Қош бол жабырам Май тамған кетсімған Мөлдір ауаға Қош бол жабырам Жаңа Мөлдір ауаға Эй, олай боларсың Ғылама жетсең Атыңнен шеттетпесең Бейне баямен көркен фильм осы Сенде қосы Мәтіннің ұғасын сосын Соңыттама белгілі болар Азып түсініксіз бәрі аралас Аттың аралар, арбен балалар Көбейліктермен аралар Соңыттама бәрі таралар Болсын болары Қош бол жабырам Май тамған кетсімған Мөлдір ауаға Қош бол жабырам Жаңа Мөлдір ауаға Ауаға дуан, yeah.